Гендерное равенство является одним из приоритетов Республики Молдова, которая еще в 2006 году приняла закон об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин. Сегодня, согласно заключению Всемирного экономического форума за 2014 год, мы занимаем 25-ю позицию среди 152 стран мира. Большая работа в этом плане проводится неправительственными организациями Молдовы. Подтверждением этому стала сегодняшняя конференция. Гендерное равенство, оно базируется на нескольких очень важных моментах. Это равенство мужчин и женщин в правах. Это равенство в ответственности, в обязательствах, и это равенство возможностей. Потому что очень часто люди останавливаются только на правах. Вот у нас равные права мужчин и женщин. Но это так называемый де юре, а де-факто. Как эти права реализуются? Если у мужчин и женщин есть возможность, реальная возможность реализовать право на достойную жизнь, на жизнь без насилия, доступ к учебе, к образованию, к здравоохранению и так далее, в семейные отношения. Это все не просто права, но это и возможности. Жить достойно, быть здоровым, строить семейные отношения и не только, профессиональную карьеру для мужчин и для женщин. И с этой точки зрения гендерное равенство – это не чья-то прихоть. Это реальная необходимость. Валентина Бодрук-Лунго отметила, что наша страна имеет хороший рейтинг по гендерному равенству, так как в Молдове есть закон об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин и реализуется национальный план по продвижению гендерного равенства. Однако, что мы видим в реальности? В реальных ситуациях получается, что женщины на руководящих должностях представлены очень мало женщин. Выборные должности то же самое. Когда проходят выборы, мы смотрим, в списках вроде бы женщины есть, а когда прошли выборы, руководят нашими городами, селами, районами, в принципе, одни мужчины. В этом есть, конечно, какая-то определенная, не хочу сказать вина, но, наверное, это вина женщин, их пассивность в этом отношении. Если мы говорим с вами о том, что 52% населения страны женщины, и только 19% в парламенте, около 20% среди примарей, насколько легитимна власть? Насколько представлены наши интересы? Это вопрос. Мужской взгляд на обсуждаемую тему высказал Сергей Пашков, председатель общественного объединения «Сталкер», который однозначно подчеркнул, что гендерное равенство для нашего общества является сегодня востребованным. Мы имеем такой мощный пример в мировой практике, допустим, как Маргарет Тэтчер. Да? Это женщина, которую не зря назвали «железной леди», которая вывела, наверное, Великобританию на какой-то новый уровень. Поэтому, да, такие примеры есть. Есть, конечно, и отрицательные примеры, потому что, вы знаете, в 2002 году в Турции выбрали женщину премьер-министром, и через 2 года ее сняли с поста, там была какая-то масса скандалов, и то есть это надолго отрезало вообще путь женщинам к власти в Турции. Происходят гендерные изменения и в общественной жизни Гагаузии. Хорошим примером в этом направлении стали выборы Башкана. Впервые автономию возглавила женщина. 2 леди стали примарами по итогам всеобщих местных выборов 2015. Но в остальных выборных должностях руководить автономией стали мужчины. И мы проводили одно исследование, когда вынесли вот такую формулу. Мужчины отвечали на вопрос. И мужчины формулировали свое отношение к женщине в политике так, что у женщины дорога от плиты, от печки до порога. И когда Гагаузия проголосовала за Ирину Влах, это, конечно же, нас вдохновило, это придало нам сил. Мы очень рады, что так случилось. И мы поняли, что если женщина достойный кандидат, то она сумела победить наравне, то есть в борьбе не с одним мужчиной. Хочу отметить, что буквально неделю назад был организован и проведен очередной конкурс «Лучший предприниматель года», где львиную долю в номинациях «Лучший предприниматель года», «Лучший производитель», «Лучший налогоплательщик» тоже заняли
заняла женская половина человечества. Поэтому вот такие гендерные изменения происходят в Гагаузии. Гендерное равенство имеет в Республике Молдова положительную тенденцию, потому что по учету, по данным и рейтингам мирового гендерного равенства, Молдова с 2013 до 2014 год поднялась на 11 позиций и в настоящее время занимает 25 место. Даже взять наших ближайших соседей Украину и Румынию, которые находятся на 56-м и 72-м месте соответственно. Мы впереди, это радует. Ну, конечно, нам далеко до лидеров, это скандинавские страны, но динамика положительная. Обсудив сделанное в области мониторинга законодательства Молдовы о гендерном равенстве за первый год реализации проекта «Участие через принятие решений», участники конференции наметили задачи на второй год проекта. И главной среди них будет задача по формированию общественных советов, которые многократно расширят участие женщин в процессе принятия решений. Полагаем, что от этого наше общество только выиграет, потому что мировая практика показывает, чем больше женщин у власти, тем у этой власти добрее и заботливее сердце.